специальности, да? Инженер технолог требуется. 58-летний Радик Халимдаров на ярмарку вакансий пришел одним из первых. За плечами год службы в зоне СВО. Вернулся в июне, а в Херсоне получил ранение. У Радика 2 высших образования – экономическое и спортивное. 19 лет проработал учителем физкультуры в техникуме. Теперь все сначала. Здесь в основном предлагают все-таки такие рабочие специальности, востребованные на заводах. Ну, Московский, Кировский район. Ну, есть Дербышки, вот я видел. Мои сослуживцы тоже пытаются трудоустроиться. Не у всех тоже получается. Потому что есть ограничения уже по здоровью. Землю Русь, отчизну стерегу, доблесть воинства за честь отцов. Не древний дух святых бойцов. Стихотворение «На страже» Радик Халимдаров написал на передовой. Так он поддерживал боевой дух товарищей. Сейчас хочет заняться патриотическим воспитанием молодежи. Уже обучился в Центре занятости на преподавателя начальной военной подготовки. Патриотическое воспитание, конечно, сейчас важно. Потому что сейчас меняется вообще отношение общества. Патриотов, да, все хотят видеть у нас и в политике, и в учебе, и среди граждан. Поэтому воспитание молодежи – это то, что должно стоять на первом месте. Сейчас в Казанском центре занятости 1100 вакансий. Инженеры, бухгалтеры, водители, токари и сварщики. Работу предложили 15 городских предприятий и компаний. Некоторые готовы помочь и с проживанием. Казанский пороховой предлагает до 80 тысяч рублей аппаратчикам, а оптико-механический – 50 тысяч литейщикам. У нас есть специальный мастер производственного обучения, который даже теоретические занятия с ними проводит. Они вот как в учебном заведении с ручками, с тетрадками изучают прям азы оптики. Такие ярмарки вакансий для участников СВО в республике проводят второй год. За это время обратились 56 человек. Работу нашли каждому второму. Остальные пошли на переобучение. Безусловно, за всеми теми, кто был мобилизован, ушел в зону СВО, сохранялись рабочие места. Но среди ребят были те, кто не был трудоустроен до этого. И сейчас есть те, кто, вернувшись, приобрели там новые какие-то компетенции, либо хотят поменять место работы. Работодатели предлагают не просто место работы, но и, так скажем, соревнуются между собой по тем социальным гарантиям, которые дополнительно к уровню оплаты еще есть на предприятии. Кто-то может предложить еще дополнительно съем жилья, компенсацию ставки процентной по ипотеке. Кто-то предлагает возмещать транспортные расходы. В Центре занятости родственники могут получить консультацию психологов и пройти арт-терапию. Спрос, конечно, есть, поскольку эта категория сейчас очень нуждается в содействии. Наша служба занятости оказывает всестороннюю помощь. У нас есть и психологические консультации, и консультации по социальной адаптации, и профессиональное обучение, и содействие в трудоустройстве, естественно. Участникам СВО и их семьям доступны новые сервисы. Это помощь в составлении резюме и возможность регистрации в качестве самозанятого. Сирина Васильева, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань.